И ты чувствуешь какую-то гонку? Ну да. Понятно. В лучших традициях у меня был вопрос, и он улетел. Оксана, в Казминералс уже лет 5, наверное, идет гонка за значками признания в рамках одноименной программы. Давайте поговорим о ней. Вообще, в чем суть этой программы? Когда она у нас, собственно, появилась? Интересное такое слово «гонка». Интересно, что есть такое ощущение, да, что это гонка. Хорошо и рада этому в том числе, потому что мы такой небольшой соревновательный момент в самой программе закладывали, и, наверное, где-то вот он фонит, поэтому вот такое слово появилось. Мы программу начали разрабатывать в 2016 году, то есть это очень давно было уже. И тогда мы понимали, что нам нужна какая-то поддержка внедренным корпоративным ценностям, которые у нас везде здесь можно наблюдать. И мы хотели, чтобы появился какой-то очень такой оцифрованный подход к поддержке и к поощрению разного рода инициатив, которые сотрудники в рамках компании, да, или, может быть, даже где-то в своей персональной жизни внедряют, делают, используют. И в 2017 году мы прям полномасштабно запустились. Я помню, как мы первый раз заказывали значки, как мы выбирали дизайн, сколько там было энергии, вариантов. Да, и вариантов. Да, и это был такой очень классный, интересный процесс. И вот в 2017 году мы уже начали значки раздавать за разные заслуги. Было сначала не очень много активности, и мне кажется, так сотрудники присматривались больше, да, типа какая-то не очень понятная штука, ну там что-то значки дают, ну ладно, да. Вот. И потом постепенно через такие, наверное, публичные больше события, там, где через церемонии, где топ-менеджер компании кому-нибудь вручал значок, да, то есть постепенно такая важность у программы появилась, и я очень этому рада. И вот на сегодняшний день у нас больше 11 тысяч значков медных выдано по группе, если не считать Казминералс Russia, да, который немножко в отдельном сейчас режиме существует. Условно получается, что каждый сотрудник, у него есть хотя бы один медный. Да? Ну, понятно, что у кого-то может не быть, а у кого-то 15, да. Вот, но тем не менее, такой, как будто бы мы вышли, да, на вот эту историю, когда программа интересна и когда сотрудники ей заинтересованы. По формату программы существуют не только медные значки, еще серебряные, а потом и золотые. И, собственно, существует вот этот вот принцип обмена, когда медные меняются на серебряные, и потом доходишь до золота. Да. Почему был выбран именно такой формат? Именно, что ты должен условно по ступенькам забираться, до чего-то добираться, и к чему приводит золотой значок? Что он дает? Была идея, во-первых, сделать формат немножко игровой, да, и поэтому появилась история, что срок действия значков заканчивается, да, медных через 2 года, в частности, серебра через 3 года, и только золотой является бессрочным. Хотели такого формата, потому что понимали, что если сотрудник один раз в 5 лет делает что-то полезное, это супер здорово и классно, да, но хочется подчеркивать именно постоянную активность, да, сотрудника, когда он все время в разных направлениях свою инициативу проявляет. У нас есть люди, которые неоднократно за рационализаторские предложения получали значки. Сразу 5? Да, больше. Там можно получить сразу 10. К ней еще прилагается денежный бонус. Это вот если там, что касается конкретно вот этой позиции, да, по предложениям. И вот в этом была фишка, да, чтобы сотрудники были мотивированы собирать эти значки, их обменивать и потом, соответственно, там заслуживать статус лучшего сотрудника года. Скажите, а почему было принято решение, что все-таки есть срок действия этих значков, и в какой-то момент они просто сгорают? Ну, просто есть люди, которые вот прям реально заряжены, и они каждый раз стремятся и участвуют в этой гонке условно, а есть люди, которые, ну да, постепенно, особенно, мне кажется, это больше люди взрослые, там, более старшего поколения,
которые особо не бегут так на амбразуру, дайте мне значок, но они кропотливо их собирают. И в какой-то момент, возможно, они бы тоже смогли получить и серебро, и золото, но из-за времени, условно, они сгорают. Может быть, вы хотите пересмотреть этот формат или все же будете придерживаться? Пока хотим сохранять, я объясню почему. Понимаю, что, может быть, это не совсем ясная логика для всех. Смотрите, поскольку у нас есть срок действия значков, и мы знаем, что некоторые значки сгорят, мы знаем, что мы считали это в прогнозе, да, что у нас не должно быть очень много золотых сотрудников, да, поскольку там финальная награда — это золото, и это статус лучшего сотрудника года, мы хотели бы, чтобы вот эта группа людей, она была достаточно маленькой, чтобы сама награда в этом смысле была действительно ценной. Да, то есть и вот эта история со сгораниями, она сделана именно для этого, да, чтобы у нас в какой-то момент, да, в каком-то там 2025 году не получилось, что у нас 200 лучших сотрудников золотых по группе. Да. То есть если ты активен регулярно, да, то ты можешь быть лучшим и золотым. При этом никто не отменяет твоих достижений по сгоревшим значкам. Да, то есть там, мы же тебе этот значок выдали, он у тебя остается за тобой, твое достижение зарегистрировано в базе. Да, то есть это только лишь вопрос срока действия самого значка, чтобы собрать вот эту группу сотрудников, которые за короткий промежуток времени сделали много заслуг. Да, то есть здесь как бы логика только в том, чтобы подчеркнуть тех людей, кто действительно очень много разного полезного сделал для компании, да, и в этом году получил этот статус. Вот в случае, если бы у нас не было истории со сгораемостью, у нас бы вот в этот момент там был бы какой-то супер-супер пик, и таких людей было бы очень много. И тогда размылась бы ценность вот этой самой там, встречи с Олегом Николаевичем, которую мы делаем, да, с вами вместе. В числе обращений прошлых лет и на прямую линию, и там в комментариях где-то писали, что до значки получают одни спортсмены, там, в частности, футболисты, к сожалению, прилетало за это, за то, что они в числе первых становились обладателями и серебряных, и золотых значков. В частности, из-за этого вот буквально в этом, да, или в прошлом году были внесены изменения в программу. Что еще поменялось в этой программе из-за этих изменений? Когда мы увидели, что у нас очень много выдач значков идет по категории за внешние и внутренние соревнования, в частности, за спортивные соревнования, мы эту категорию отредактировали, и сейчас она по-другому звучит, и сейчас по ней нельзя заработать столько много значков, потому что в какой-то момент у нас пошел перекос в ту сторону, а мы его, честно говоря, не хотели. Да? То есть мы хотели подсвечивать точно разные достижения, точно все, и мы в этой же логике идем дальше, то есть мы не хотим убирать эту категорию совсем, но при этом все-таки цена значка за рационализаторское предложение и за участие в марафоне или там в футбольном соревновании, да, но все-таки это несопоставимые вещи с точки зрения ценности для компании. Отредактирована была, собственно, прям только эта категория, вот как такое то, что принципиально, да, новое для участников, для сотрудников. Были внесены небольшие изменения в работу комиссии по корпоративным ценностям. У нас на каждом предприятии и здесь в группе, в Cosmedials Management, есть такой отдельный орган, состоящий из нескольких руководителей, как правило, которые рассматривают заявки, которые поступают по категории корпоративные ценности. То есть тогда, когда мы, может быть, где-то не такая неоднозначная заслуга, мы там собираемся вместе и смотрим, действительно ли это можно выводить в программу признания. Насколько мне известно, там еще очень важный пункт появился о том, что в какой-то момент можно принять решение не вручать золотой значок. Вот. Почему появилась такая необходимость и какие условия? Не только золотой, да. Какие? Вообще любой, медный? На самом деле там были описаны условия, при которых сотруднику могут быть не вручены значки. К ним относятся какие-то дисциплинарные нарушения, которые там у сотрудника, предположим, случились после того, как он что-то хорошее сделал. Да? То есть он сделал что-то хорошее, а потом сделал что-то плохое, и как бы... При этом это история про рассмотрение каждого индивидуального кейса. Да? То есть дисциплинарный проступок не отменяет на самом деле там, всех
всех твоих заслуг, да. Просто если это какое-то очень существенное нарушение, которое, к сожалению, иногда бывает, да, там, то, что касается употребления там, спиртных или наркотических средств в рабочее время, да, к примеру. Ну, то есть какие-то такие штуки, которые очень сильно рушат портрет самого работника как такого благополучного сотрудника компании. Да? То есть, и как потенциального будущего лучшего работника года. Да, соответственно, не хотелось бы поощрять тех людей, да, кто выбивается из каких-то даже таких общепринятых, нормальных портретов, что ли. Вот потом есть еще момент, что так же, как и это связано и с общей системой мотивации компании, да, там, когда мы говорим про компенсации и льготы, если мы знаем, что сотрудник покидает компанию в ближайшее время, то есть в смысле, если он уже обозначил свое решение уйти из компании, да, то есть мы также оставляем за собой право не вручать ему значок. И это касается любого вида значка, я подчеркиваю, да, то есть что медный, что там государственная награда, которая, возможно, там пришла, да, там на сотрудника серебро, золото. Ну, и здесь тоже бывают очень разные истории, да, бывает, когда мы, наоборот, очень хотим сотрудника поблагодарить, там есть люди, которые уходят на пенсию, да, и как бы, да, это решение сотрудника, что он решил закончить свою карьеру точно, да, но при этом мы понимаем, что у нас есть для него большое спасибо, да, и тогда мы точно вручаем, да. Есть истории, когда мы расстроены тем, что сотрудник хочет нас покинуть, да, потому что это очень ценный сотрудник для нас, да, и там, ну и, соответственно, вот там... Тогда вы обижены говорите, нет, мы вам значок не дадим? Очень по-разному бывает, да, то есть я здесь склоняюсь к тому, что все-таки это индивидуальные решения, индивидуальные кейсы про каждого отдельного человека. Порой слышим такое, что люди очень искренне удивляются тому факту, что они тоже могут кого-то инициировать, номинировать на получение значка. Вот расскажите про этот процесс, как это можно сделать, за что, ну и на что обращать внимание, скажем так. Действительно, каждый сотрудник может выразить таким образом, да, там некую благодарность или восхищение своим коллегой. Любой сотрудник может заполнить форму заявки на любого сотрудника, то есть даже если вы работаете на разных предприятиях, предположим, в разных функциях, да, то есть там Основной момент это чтобы было за что, да, ну не просто так, мне нравится там Вася с соседнего участка, и поэтому я заполню на него заявку, да, по признанию. То есть если кто-то подметил какое-то достижение сотрудника в его там операционной деятельности, предположим, это же достижение никто больше не увидел, не разглядел, то это было бы очень здорово, если бы просто коллега, да, там не руководитель этого сотрудника, это захотел подсветить такое достижение своего коллеги. То есть мы только здесь приветствуем. У нас сейчас мы пока продолжаем заполнять форму на бумажном носителе, скоро будем делать это в том числе электронно, но если такая потребность существует, нужно пойти в отдел по работе с персоналом, попросить форму заполнить и там же ее оставить. Скажите, а где сотрудник может посмотреть, сколько у него по факту сейчас значков? Есть ли какая-то база или к кому обращаться, чтобы узнать эту информацию? Ну, интересно ведь. Да, классный вопрос. Можно посмотреть, прийти в отдел кадров, опять же, да, местного предприятия, спросить, покажут. Прям есть очень большая табличка, в которой регистрируются все сотрудники, все награды, за что, когда, кто выдавал и так далее. Мы эту историю очень-очень скоро автоматизируем, и у всех сотрудников будет доступ в личный кабинет, там, где они точно могут посмотреть эту информацию про себя. Руководители все смогут посмотреть про своих коллег, да, и такая в целом, скорее всего, информация про значки, она будет общедоступная, можно будет посмотреть, какой сотрудник там, какие значки получил, да, и за что. Значки – это обязательный элемент, да, для победителей конкурса. Немножко поговорим о нем. Что это за конкурс, как часто проводится и на что обращать внимание самим работникам? До пандемии мы его ежегодно проводили с начала действия тоже программы признания. Здорово, что каждый год у нас становилось больше и больше участников, прям это было очень радостно.
И когда пандемия случилась, мы решили пропустить 1 год и не подводили итоги конкурса, потому что был очень тяжелый период, когда там люди были заняты экстремально своими производственными там первыми обязанностями, да, и там очень многие выполняли даже не очень типичные для себя функции. Но решили при этом, что подведение итогов конкурса, оно точно состоится. Мы хотим сделать такой отдельный выпуск нашего конкурса, посвященный всем классным инициативам, которые во время ковида случились. А где сами коллеги могут изучить саму программу, где как раз-таки более детально расписаны, по каким пунктам, за что можно номинировать того или иного человека? На обычных наших носителях всех, так скажем, да, там регламентов, я думаю, что для персонала, у кого есть компьютер, это не проблема найти эту информацию. Скорее вопрос возникает, да, если это, например, рабочий, у него компьютера нет, то как ему посмотреть? Мы для этого в свое время распечатывали очень большое количество брошюр, там, где можно эту информацию найти, но сейчас как будто бы есть необходимость, наверное, обновить. Когда определялось, что лучший работник года получит еще там премию в размере известной, да, 500 тысяч тенге, с того времени прошло очень много времени, как люди говорят, настолько уже цены поменялись и так далее. Нет ли у вас в планах увеличения размера этой премии, скажем так? Вопрос прям развивающий, на растяжку, честно, да, и могу сказать, что первый раз я его слышу, да, то есть там, насколько 500 тысяч это релевантный бонус за подчеркивание, да, там, заслуг такого плана. Я думаю, что это хороший момент на подумать. Юль, спасибо, правда.